11 районов республики получили новые медицинские мобильные комплексы на базе КАМАЗов. Уже завтра они отправятся в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, жители которых смогут пройти диспансеризацию, а также получить квалифицированную медицинскую помощь. Евгений Тайтонов побывал на торжественном вручении ключей. Передвижные мобильные комплексы на базе КАМАЗа созданы специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 11 автомобилей с повышенной проходимостью были закуплены в рамках федерального нацпроекта здравоохранения, регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи. На эти цели было выделено 235 миллионов рублей. Я специально просил Министерство здравоохранения России, чтобы именно на республику было выделены средства как раз для покупки этих мобильных комплексов, потому что они наиболее приспособлены для наших труднодоступных населенных пунктов. Сегодня вот уже 11 первых поступили, и они будут работать как раз в сельских населенных пунктах, чтобы обеспечивать на местах и профилактику, диспансеризацию, оказание первичной медицинской помощи жителям наших населенных пунктов. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым медицинским оборудованием для диагностики, лечения и обследования. Так, в каждом автомобиле есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы, холестерина, весы с ростомером и другие. А компьютеризированное рабочее место позволит заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных. Такой техники не было. Это вот действительно первый раз мы закупили, и в таком количестве для районов республики это очень хорошо. И хорошо, что вот год здоровья завершается именно таким очень хорошим событием. И в принципе это необходимо для доступности населения республики медицинской помощью, медицинской диагностикой. Глава региона Айсия Николаев в торжественной обстановке вручил ключи от долгожданных мобильных комплексов главным врачам районных больниц. Уже завтра некоторые из них отправятся в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Помимо плановой диспансеризации и профилактических осмотров, техника будет использоваться и во время пожароопасного сезона, а также во время паводков. У нас есть зоны подтопляемые, и некоторые населенные пункты вот как раз-таки могут быть под угрозой оказаться. И на данных медицинских комплексах мы сможем развернуть медицинский пункт и оказывать как экстренную, так и неотложную медицинскую помощь на базе как раз-таки этого вездехода. Вот, и сможем пробраться в любую точку нашего улуса для оказания медицинской помощи нашему населению. В начале следующего года власти республики закупят еще 3 медицинских передвижных мобильных комплекса. В настоящее время ведется их сборка. Реализация проекта призвана обеспечить качество и доступность медицинской помощи на первом уровне системы здравоохранения Якутии. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск.